Ингушетия – демократическое, правовое, светское государство. Именно так гласит первая статья Конституции Республики. Этот свод законов был написан усилиями самых опытных юристов и общественных деятелей региона. Конституция Ингушетии состоит из 2 разделов, 11 глав и 114 статей, а преамбула свода законов гласит: «Мы – многонациональный народ Республики Ингушетия, чтя память предков, завещавших нам идеалы добра, справедливости и любви к Отечеству, сознавая ответственность за исторические судьбы государственности Ингушетии, утверждая свободу, права и обязанности человека и гражданина, принимаем Конституцию Республики Ингушетия и провозглашаем ее основным законом». Приветствую вас, уважаемые телезрители, в эфире канала «Магаз». Сегодня у нас в программе участвует Евлоев Мухажит Багаудинович, заместитель председателя Комитета Народного собрания Республики по государственному строительству и законодательству, Картоев Ибрагим Маулеевич, руководитель регионального исполнительного комитета Ингушского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», и Горчханов Анзор Исраилович, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Ингушетия. Я рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня очень значимый день, это годовщина нашей Конституции. Основной свод законов нашего региона, который был принят усилиями большого количества людей, предшествовали этому события, которые являются основополагающими для нашего народа. И само событие, сама годовщина – это, можно сказать, праздник для нас. Итак, как вы оцениваете на сегодняшний день роль и значение Конституции? Мухажит Багаудинович, вам слово. Уважаемые коллеги, друзья, как вы знаете, в 1992 году, 4 июня, Верховным Советом РСФСР принята декларация об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. И 27 февраля 1994 году всенародно принята Конституция Республики Ингушетия. Автором Конституции, как вы все знаете, является Келигов. И многие другие наши ученые, историки и юристы участвовали в Конституции. Это закон, такой закон, что без Конституции ни одна республика, субъект Российской Федерации не существует. У каждого государства есть своя Конституция, герб, флаг, гимн. Ну, соответственно, и органы власти. Как вы знаете, все это началось еще в 1989 году, когда Верховным Советом Союза СССР, тогдашним, в апреле месяце, принят акт о признании всех сопутствующих явлений, то есть все народы были изначально, это пошло как все акты, принятые до этого года, были признаны преступными, это ни для кого не секрет. И в 1993 году Верховным Советом Российской Федерации эти же акты были удовлетворены, то есть полностью все народы неправильно репрессированные, в том числе и жертвы политических репрессий, они были в правах восстановлены, и до сих пор это признается один из самых гуманных законов в современной Российской Федерации. Вы отметили, что большая группа людей работала, над этой Да, совершенно верно. Под руководством Келигова они родоначальники становления Конституции нашей республики. Как вы знаете, в современной России истории есть такое явление, что создать новый субъект Российской Федерации. Нам и нашим тогдашним руководителям и депутатам Верховного Совета России, СССР удалось все-таки создать нашу государственность в составе Великой России. Да, спасибо вам большое. Ибрагим Маулеевич, это событие было связано, конечно, с тяжелым периодом для нашей республики, да и в целом для России, но это не сломило дух наших активистов, которые пошли впереди и сделали свое дело, обеспечили нас на сегодняшний день нашей Конституцией, ну и заложили такой фундамент государственности нашего региона. Я, наверное, бы отнес Конституцию Республики таким эпохальным событием в жизни нашего народа, в частности, и в жизни любого народа.
На мой взгляд, все-таки стоит рассматривать вот этот наш основной закон под, как говорится, разными углами. Это, в первую очередь, это в историческом аспекте, в правовом аспекте и в философском понимании, да, того, что в каком обществе мы живем и как мы воспринимаем происходящие события, в частности, и в России, и в мире в целом. На мой взгляд, вот здесь основным таким вектором развития все-таки стало возникновение еще в 1924 году ингушской государственности. Это уже так называемый исторический ракурс. Ну и все это было положено в основу такой правовой оболочки, правового фундамента, как мы говорим, да, принятие Конституции, как было здесь сказано, на всенародном референдуме 27 февраля 1994 года. Здесь для нашего понимания мы должны для себя определить, что до этого 4 января 1994 года был указ президента Республики Ингушетия о назначении даты проведения референдума. Ну и все-таки мы здесь понимаем, если проводить какие-то исторические экскурсы, что, в принципе, и 92 год, и весь 93 год шла кропотливая работа наших активистов, жителей России, граждан Российской Федерации, жителей Республики Ингушетия. Это непосредственно так называемая Конституционная комиссия. Мы все тогда понимаем, был чрезвычайный съезд ингушского народа, который был высшим органом, представительным органом на тот период, и, соответственно, были сформированы так называемые 3 апологета вот этого, скажем так, вот этой Конституции, что предшествовало Конституции. Это непосредственно Конституционная комиссия, это непосредственно Конституционная ассамблея, ну и так называемое Конституционное собрание. И все это вылилось в так называемую редакцию Конституции Республики Ингушетия. До этого мы прекрасно понимаем, когда образовалась республика, она называлась Ингушская республика, а как раз-таки в преддверии принятия Конституции ее переименовали, она начала уже звучать в другом контексте Республика Ингушетия. Здесь, посмотрите, здесь, на мой взгляд, 3 такие фундаментальные отражения нашей Конституции, которые составляют ее качественную сторону, в моем понимании, как юрист. Это то, что здесь говорится о том, что наше государство, наша республика – это демократическое, правовое, светское государство. 3 качественные признака. И, соответственно, и все, что здесь сказано и в преамбуле, это говорит о том, что наши предки нам завещали именно в этом духе развития нашего общества. Посмотрите, если мы рассуждаем с точки наличия Конституции Республики Ингушетия, это, несомненно, один из самых важных вех нашей истории. Но наряду с этим нужно понимать с правовой точки зрения, что до этого была принята федеральная конституция 12 декабря 1993 года, где, как говорится, прописано, что каждый субъект Российской Федерации, потому что Россия федеративное государственное устройство в нашей стране, у каждого субъекта должна быть конституция либо устав. Соответственно, мы республика в составе федеративного государства, и это не какая-то прерогатива нашей республики, это императивное право, закрепленное в федеральной конституции. То есть наличие конституции у нас с вами, как у субъекта Российской Федерации, это наша обязанность иметь конституцию. Поэтому вот эта обязанность наш народ, мудрый народ, воспользовался, и, соответственно, это вылилось в так называемую Конституцию Республики Ингушетия. Посмотрите, здесь бы я хотел в том числе отразить вот эти моменты, связанные с, скажем так, когда наше общество и вот эта Конституционная комиссия выдержала этап критики, замечаний на тот период. Насколько мы помним, в ноябре месяце Конституционное собрание предложило нашему обществу, ингушскому обществу, первую, скажем так, проект этой Конституции. И на тот период, хотя я был только окончивший школу, я очень хорошо это помню, был целый вал критики, замечаний по поводу разных позиций, в том числе по поводу религии, устройства органов власти и так далее. И все-таки вот эта комиссия, которая была здесь обозначена, и Келлик, и Идзаги, и многие другие выдающиеся наши люди все-таки смогли это выдержать. И на сегодняшний день эта Конституция, на мой взгляд, на десятилетие, во всяком случае, вперед определила нашу с вами жизнь. Мы видим, что последние, уже в 21 веке были значительные изменения, там более 3 десятков изменений, соответствующих, вносимых путем подписания разных законов, но фундаментальные основы, они остались, скажем так, в прежнем виде. Это еще раз говорит о том, что на тот период и наши представители, которые непосредственно занимались написанием этой Конституции, проектом Конституции, и, соответственно, наш народ на тот период, казалось бы, сложнейший этап нашей страны, нашего
нашего народа в частности. Это были события и осень 92 года, это были события и 92 года, 3 года, непосредственно в Москве, мы помним. Несмотря на это, все-таки мы смогли заложить правовой фундамент нашего дальнейшего развития. Ибрагим Маулевич, вы сейчас нам напомнили очень важные моменты исторические, которые мы не вправе забывать. Сейчас нам стоит бережно относиться к этому своду законов. Это то, что нам завещали, как говорится, наши предки. Ведь это общенациональная ценность, можно сказать. Анзор Исраилович. По поводу самого факта и значимости принятия Конституции хотел бы отметить, даже явка на всенародный референдум составила 96%. Это о многом говорит, это показывает активную гражданскую позицию населения и осознанность принятия этого выбора, потому что после реабилитации репрессированных народов, после приезда домой, скажем так, из ссылки с Казахстана, это была, наверное, самая главная, первостепенная задача. Поэтому было сложно, но вот та группа, которая была впереди на тот момент, у них это получилось. И, конечно, наша обязанность дальше и руководствоваться, и сделать все так, чтобы популяризировать среди подрастающего поколения те основы, которые заложены в эту Конституцию. Особо значим тот факт, что, вот как Ибрагим Маулевич отметил, что в 1993-м была принята Конституция России, поэтому вот этот опыт принятия Конституции Ингушетии, он был впервые такой серьезный опыт, и надо было руководствоваться непосредственно теми постулатами, которые заложены в Конституцию России, и нормативкой, которая регламентирует деятельность субъекта. Поэтому это был колоссальный опыт для той группы, которая работала над этой Конституцией. И, конечно, вот Ибрагим Маулевич также обозначил серьезные постулаты, которые основополагающие начала, которые заложены. Я хотел бы также отметить, что у нас одна из статей Конституции регламентирует, что важнейшей задачей является сохранение культуры и ингушского языка. Поэтому для нас, как малого субъекта, малого народа, это был такой существенный, значимый шаг. То, над чем нам еще нужно работать, согласитесь, Мухажир Багаудинович, очень значимо, что символично 27 февраля 27 депутатов были избраны, это ваши предшественники, депутаты первого созыва. Я так понимаю, для вас тоже это значимое событие для парламента, и вы ежегодно его тоже отмечаете? Да, у нас это принято отмечать. Как вы знаете, из 11 глав и из 114 статей существует наша Конституция. За это время, если память мне не изменяет, 26 поправок всего было. Эти поправки надо было сделать в связи с изменениями Конституции Российской Федерации, то есть в соответствии с федеральным законом. А так, я не могу не озвучить, Конституция, флаг, герб создается после всех нормативных актов, то есть надо отдать должное нашим тогдашним депутатам и Верховного Совета СССР Дарсигову, Бембулату Богатыреву, Сайнароеву, Кадзоеву, всем, я их всех не перечисляю. Они проделали огромную работу восстановления. Я считаю, что наша республика восстановлена, так как еще 100 лет нашей республики, как вы знаете, недавно глава открыл памятник выдающемуся ингушскому конаху Аддасу Зязикову Идрису, основоположнику ингушской государственности, человек, невинно пострадавший из-за народа, дважды осужденного по ложным обвинениям. И, пользуясь случаем, хотел бы сказать несколько слов. У нас в парламенте до сих пор не было наградной атрибутики, я имею в виду ордена. Мы в этом году стопроцентным большинством депутатов приняли и закон приняли орден Нахсидер. Этот орден вручается за выдающиеся заслуги в области науки, политики. В общем, Нахсидер само слово означает
И вот буквально вот 27 числа, День Конституции, у нас в парламенте очередное заседание Народного собрания. И мы хотим торжественно вручить этот орден посмертно нашему выдающемуся деятелю, как я ранее сказал, Идрису Бейсултану Зязикову. Это мы тоже приурочили ко Дню Конституции. Это значимая работа по увековечению памяти, Да, которую вы отметили. я был один из участников разработки, вся наша команда во главе с председателем Народного собрания. И я был председателем комиссии по учреждению ордена. И слава Аллаху, что мы действительно приняли такой закон и нашли отражение, что мы будем огульно кому-то раздавать, тоже не собираемся. Это действительно человек, люди, которые имели заслуги. Вот идет там человек, примерно Ибрагим, да, на сидер, идет там мухаджир, на сидер у асагви, ценмаш, вручить 26 положение, прописать, да. У нас жесткое положение, и каждый получит по заслугам этот орден Народного собрания Республики Ингушетия. Красивое название, звучное такое, да? Я думаю, что с гордостью будут носить его. Спасибо вам большое. Ибрагим Маулиевич, как мы уже отметили, было внесено в районе 30 поправок, да, за эти годы. Но и учитывая, что Конституции больше 30 лет, это говорит о том, что все-таки основной свод закона был настолько совершеннее, принимался, да, вот в те времена, что относительно не так много поправок было внесено за это время. Ну, на мой взгляд, здесь было правильно сказано, что основные изменения, так называемые поправки в соответствии с законом, были связаны с приведением в соответствии с федеральным законодательством, федеральной конституцией. Ну и мы должны понимать, что время не стоит на месте, общество развивается, в том числе мировое сообщество развивается, и, как говорится, само время диктует необходимость внесения соответствующих изменений, поправок, дополнений. Но, посмотри, вот здесь бы я хотел все-таки отметить, и я в целом полагаю, это мое личное субъективное мнение, мы даже до конца не осознали важность, значимость наличия у нашего народа Конституции. Это настолько сакральное, настолько исторически важное событие, что я больше чем уверен, наше будущее поколение через сотни лет все-таки поймут, осознают до конца важность, значимость принятия на сегодняшний день этой Конституции. Потому что здесь мы можем смело говорить о том, что именно с принятием Конституции начался отчет, именно документальный, правовой отчет ингушской государственности. Как было сказано, да, 7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область по воле Всевышнего, в том числе благодаря выдающимся ингушским государственным политическим деятелям. Но все-таки мы смогли пройти вот эти сложные времена и гражданской войны, и репрессий, к сожалению, и Великой Отечественной войны, и в новейшей истории нашей страны, и в сложнейший период, я еще раз повторюсь, не только нашего региона, нашей страны, мы смогли все-таки, как говорится, возродить нашу государственность и облачить ее уже в современном понятии с точки зрения соответствия норм международного права, федеральной конституции, правовую оболочку. И уверен, что наша государственность будет и в дальнейшем тысячелетия вперед. Да, Эндель, значимая роль Конституции в воспитании правовой культуры наших граждан, согласитесь, особенно молодого поколения. Вот здесь я хотел бы отметить все-таки в качестве такого, скажем так, положительного момента, что я уже более 20 лет преподаю в Ингушском госуниверситете, и здесь бы я хотел отметить и руководство вуза в лице Фатимы Юсуповны Албаковой, и сейчас разные факультеты, кафедры проводят огромное количество просветительских мероприятий, это в том числе конференции, круглые столы, что очень значимо. Буквально сегодня вот проходила конференция, посвященная ингушскому языку. Как мы все знаем, 21 февраля – это Международный день родного языка, и, соответственно, в преддверии всех этих событий и очередной годовщины нашей Конституции проводятся мероприятия. И что очень радует, что значительная часть, большая часть нашей молодежи и лиц мужского, женского пола
в буквальном смысле осознают, понимают важность, значимость этой исторической вехи. И сейчас, к сожалению, был период, когда родной язык был не в моде, да, вот говоря таким современным языком. И сейчас действительно в тренде, в моде говорить на родном языке. Параллельно у нас в Конституции, в нашей Конституции заложено, закреплено, что у нас два государственных языка. Это ингушский язык и наряду с ним государственный язык русский для нас. В принципе, два родных нам языка. Указано. Мы это должны прекрасно понимать. Поэтому не может быть деления о том, что один язык нужен, другой не нужен. Для нас два языка, родной ингушский и русский язык, это два наших родных языка. А остальные, может быть, это арабский, английский и так далее, это все, конечно, тоже должно быть. Но мы для себя фундаментально должны понимать. Наша святая обязанность беречь, сохранять наш родной ингушский язык и также грамотно, качественно, квалифицированно, компетентно общаться на русском языке, чтобы мы с вами смогли сохранить нашу историю, наше настоящее и, конечно, строить светлое будущее. В этом контексте здесь бы я хотел отметить и роль партии «Единая Россия» в этих вопросах. Из 32 мандатов в Народном собрании нашим партийцам, единороссам подлежит 27 мандатов. Это подавляющее большинство, 4/5 от всех мандатов. И здесь бы я хотел отметить, что вот эта прогрессивная роль и развитие нашего правового общества, развитие нашего общества в экономическом, финансовом контексте, политическом контексте, во всех смыслах жизнедеятельности нашего общества, в первую очередь, это заслуга депутата Народного собрания от фракции «Единая Россия». Ну и, конечно, непосредственно здесь я бы хотел в том числе отметить выдающуюся роль в этом вопросе. Это последние 5 лет были очень сложные вопросы. Это в том числе аспекты, связанные с нашей Конституцией. Вопросы финансово-экономического характера, вопросы применения к региону мер финансового принуждения. Но благодаря мудрой политике нашего главы, отмечу, что он член Высшего совета партии «Единая Россия», Махмуд Алимович Калиматов, мы смогли как выйти из этой финансовой ямы, финансовых мер принуждения. И сейчас мы видим позитивный темп развития нашего региона. По многим показателям, это экономические показатели, промышленные, то, чего не было в регионе. Мы находимся в лидерах по СКФО. И это и транспортная инфраструктура, и все остальное. Я еще раз повторюсь, это в первую очередь заслуга наличия у нас основного закона страны, который является базовым гарантом соблюдения прав и свобод человека гражданина, в данном случае жителя Республики Ингушетия. И в том числе, конечно, мы с вами должны понимать, потому что ингуши – это, хотя не люблю слово толерантный, мы, наверное, один из самых толерантных народов в России, вот в семействе народов Российской Федерации. Здесь мы тоже можем говорить, и это отражение нашей Конституции, что здесь сказано, что мы многонациональный народ Ингушетии. Это тоже нужно ценить, помнить, знать. Потому что все те люди, которые живут на нашей территории в составе Российской Федерации, это граждане нашей страны. Мы точно так же должны о них заботиться, как мы заботимся, уважаем своих сограждан лиц ингушской национальности. Это наша святая обязанность, это наш с вами святой долг, и мы должны все это самое позитивно передать нашим потомкам. Вы отметили непосредственную роль Конституции в развитии различных сфер нашей жизни, в частности экономической. Ну и надо отметить, конечно, что по итогам реализации национальных проектов, как вы уже сказали, что у нас есть определенные достижения. Показатели реализации нацпроектов говорят ярко о том, что Ингушетия в десятке, по каждому нацпроекту, в десятке, а где-то даже в пятерке по успехам реализации находится в зеленой зоне. Если позволите, буквально ремарку скажу. Это понятно, что любое общество, как говорится, по своей природе должно развиваться. Но мы с вами, несомненно, должны ценить то, что мы имеем, чтобы еще больше приумножить. Вот это нам нужно очень хорошо понимать. Мы должны ценить то, что на сегодняшний день ингушский народ Ингушетии, имеет свою государственность. Как бы здесь было сказано, имеет свои атрибуты. Понимаете, многие поколения наших предков ушли в небытие. Понимаете, их просто нет в живых. Это люди, которые отдали свои жизни и многое другое отдали бы на тот период, чтобы появилась государственность, были атрибуты власти. А у нас это все есть. И повторюсь еще раз, наша с вами святая обязанность в единстве сохранить все это, укрепить и передать нашим будущим потомкам. Как говорится, светлое будущее. Тут важно говорить еще о правовом сознании граждан и населения в целом. Для создания условий и формирования гражданского общества. Тут, конечно, надо работать и с подрастающим поколением, начиная со школы. Мы, конечно, от Общественной палаты Республики Ингушетия взаимодействуем со школами, с учебными различными заведениями. Какие-то мероприятия проводятся. Вы знаете, я последние годы прихожу к такому умозаключению, наверное, что
Да, у нас есть предмет обществознания в школе, допустим, но все равно вот именно в том возрасте, в котором находятся старшеклассники, там надо прививать уже какие-то юридические азы, я имею в виду для формирования гражданского общества. Имеется в виду, как писать заявление, куда писать, как права отстаивать. Вот самые-самые такие элементарные основные азы надо формировать именно у подрастающего поколения. И в дальнейшем уже, если кто учится в университете, в высших учебных заведениях, закреплять там. И, конечно, вот в целом, как я отмечал, вот осознанность, когда принималась Конституция, 96%, вот это и есть сознание населения, правовой, активной гражданской позиции. И нам сегодня также важно не терять вот эту позицию, формировать именно сознание граждан, сохранение вот тех, как уже Ибрагим Маулиевич сказал, сохранение того плацдарма, который мы получили, и правового, и экономического, и социального. Конституция Аская адлое, алай адлое, яздят алай метал, да, языкамел. Ахкер узы бути шицри, узы адязбен бацр. Масни yok масни буцубы, хам буццох, масни все критикуют мас волчу, вакчу, занчу, алай ему там буццол. Ну буцыш язык бы. Ахфад несколько, мы один раз даже заседание провели, заседание на ингушском. Ну, знаете, некоторые слова там действительно для многих, они даже уходят, говорят, что вот с вал. Старинный дешажды, дук дешажды, дук хамажды, ханс аз эйс ондечхан, то школе да ачханы, он der алай мотие, ханс, к сожалению, цасдуа должно, кинешки аждивей, цы кинешки атер дари разница леждых. Ханат, веймил юазун хойби, вашотига заседание парламенте. Отдельное заседание алай метал. И заседание яер иштадар я кинешки ханисти дес, ца учебник худолш. Ханс духоватцыш ханитха заседание, совет ханитха. Расширенное заседание, шинкомитету, хая. Ацигиче дицатыс учебник, реестр учебников России попасть до марта включительно. 1 по 4 класс. Далее андали ханц Министерство образования нам твердо сказали, включить-то ну, до 26 года Ошкинички аже с 9 по 10, 11 класс закрепить одежду. На ГАСНЦВ программе вы закрепить девашки отцедуали. В школе преподавать, еще ждаться, шкинички аже. Так, с болда гребеж латыш бы, дал эндели чакаба бы. Я бы хотел обратиться к гражданам нашей республики, война бирж, чтобы независимо министр, депутат, простой гражданин, чтобы соблюдали вот этот документ Конституции Республики Ингушетия. И у нас будет все хорошо. Далее, андели, вы мог кубы, халаханып, вы кегинах есылбац, вы кегинах хал должен бы, данис би бежма бац, справедливость ма хамеш бац, вы кегинах. Аялч кетыш бы, сделал да улукды, да мяш бог был, вы мог в республике халдыхи должен, мому халды. Аминь. Шон Диалрясхол, Таханхадяхка, я вас благодарю, что пришли и ответили на наши вопросы. Как мы уже не раз говорили, для нас это настоящий праздник. Нам остается только уважать нашу Конституцию, чтить те законы, которые в ней заложены, и, конечно же, им следовать. Я вас еще раз благодарю за то, что пришли к нам. Уважаемые телезрители, спасибо вам за внимание. Поздравляем вас с годовщиной Конституции Республики Ингушетия. До новых встреч в эфире.